В кабинете министров прошло заседание по обсуждению проекта республиканского бюджета на 2024 год. Акылбек Джапаров представил планы правительства на следующий год, включая меры по поддержке предпринимательства. В своем отчете министр экономики остановился на основных показателях экономики страны. В 2023 году темпы экономического роста выросли на 100,5%. Мы планируем в октябре этого года довести номинальный объем ВВП до суммы 1 триллион сомов. В своем отчете заместитель министра финансов обозначил планы по повышению объема консолидированного бюджета на предстоящий год. В 2023 году сумма консолидированного бюджета была перевыполнена к установленному плану. Учитывая эти данные, в 2024 году консолидированный бюджет планируется довести до 600 миллиардов сомов. Для реализации этих задач будут продолжены ранее начатые работы. Обращаясь к министрам, глава Кабмина отметил, что в течение пары лет не рассматривается вопрос об изменении в налоговый кодекс, что сейчас по новой редакции кодекса наблюдаются позитивные изменения. Увеличился объем налоговых сборов. Наше правительство внесло предложение президенту о том, чтобы в течение ближайших 2 лет не вносить изменения и дополнения в налоговый кодекс, если только не будет редакционных поправок. С того момента, как с вами стали коллегами, все достижения, которые я отметил, достигнуты при прежнем налоговом кодексе. Мы не ввели ни одного нового налога. Мы полностью меняем систему сбора налогов, и в дальнейшем система будет лучше работать. В правительстве также рассмотрели снижение ставки страховых взносов с более чем 27% до 12%. По словам Акылбека Джапарова, по поручению президента были повышены пенсии. Как отметил глава Кабмина, на сегодня наблюдаются высокие ставки на страховые взносы, которые отчисляются в социальный фонд. Мы работаем над снижением этих процентов. Проект республиканского бюджета на 2024 год учитывает потенциальное снижение ставки страховых взносов. Правительство рассматривает 2-3 варианта. Сейчас 27,25%. Работаем над снижением до 12%. Это тоже является одной из главных мер поддержки нашим предпринимателям. Окончательно уточнить, до каких процентов будет снижение, мы сможем после утверждения бюджета в парламенте. Мы определим, сколько денег у нас будет направлено на покрытие рисков. На заседании Кабмина также были рассмотрены вопросы об утверждении положения Фонда развития и материального обеспечения Департамента по делам банкротства, мерах по вопросам передачи госсобственности безхозяйного имущества и не только. Агирим Бараканова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.